Спасибо огромное, что сегодня здесь собрались. Только что прошла церемония взвешивания face-to-face. Это было по-настоящему жарко, интересно. 5 чемпионских поясов стоят на кону. 10 тысяч зрителей ожидается завтра на центральном стадионе города Ош. Впервые в своей истории спортивный клуб РМ проводит турнир совместно с одной из крупнейших спортивных промоутерских компаний СНГ WWF. Итак, дорогие друзья, с огромным удовольствием мы будем передавать микрофон каждой из вас. А прямо сейчас слово для приветствия президенту WWF Руслан Кадырмышев. Прошу вас, Руслан. Кончалар болсын. Саламатсыздар, бұл жолы урматтуу спорт көрермандары, урматтуу катышуучулар, урматтуу тренерлер, эми эң биринчи айтардым. Бул дагы жолу кайталап кетейин. Ошто көптө күткөн бир турнирлердин бири болот. Анткени жыл сайын кандайдыр бир себептер менен бизге жылдан жылга жылып өтүп атат. Мен ойлойм, эми баягы орусча айтканда это стоило ожидания дегенде, я так думаю, эртең действительно бир эң мыкты, эң бир спорт тарыхында эмес, баягы биздин УБФ организациясы тарыхында калчу бир эң унутулгус турнирлердин бири болот деп ойлойм. Жана ошондой эле эми баягы биз болду баягы Бишкек шаарында өткөзүп жүрчүлөр, ошондо пресс-конференция эмне себептен өткөзөт дегенде, чындап келгенде көп спорт көрөрмандарында баягы кызыга турган суроолор бар. Баягы не все заключается, все вопросы тоже задают в социальных сетях, да? Мне кажется, вживую задать вопрос тому или иному чемпиону или претенденту, я думаю, будет намного интереснее. Так что все интересующие вопросы можете, в принципе, задавать, и мне кажется, все ответят на вопросы. Руслан, что ждет завтра? Завтра ждет зрителей на стадионе, кроме 25-24 ярких, захватывающих поединков. Что еще будет? В смысле, кроме боев, что ли? Я могу сказать только одно, что завтра на стадионе будет очень-очень жарко. В прямом и переносном смысле? Да, в прямом и переносном смысле. И могу сказать, что еще нас ждет, кроме выступления наших бойцов, я так думаю, незабываемая шоу-программа. Ну, чтобы, как говорится, хоть иногда, время от времени разряжать вот эту всю обстановку, которая будет завтра на стадионе. Вопрос, наверное, прямым организаторам. Спасибо огромное. Мы переходим к организаторам, мы им тоже зададим вопросы. Прежде чем мы перейдем к вопросам наших уважаемых зрителей из зала. Итак, президент Азиатской бойцовской лиги Ахмат Надыр Кадыров. Спасибо, приветствую всех участников данного турнира. В первую очередь от имени Азиатской бойцовской лиги Ахмат хочу выразить благодарность стратегическому партнеру, дорогому брату, другу, коллеге Руслан Байке, я его всегда так называю. И, конечно же, в свою очередь, обязательно было бы неправильно не отметить Promotion RM, который является генеральным спонсором данного спортивного ивента, потому что благодаря таким людям, таким патриотам спорт существует, и они дают возможность пробиваться дальше по карьерной линии не только спорта, но и жизни. И, конечно же, хотелось бы еще подчеркнуть, что в данном таком глобальном турнире мне удостоилась честь, так же, как и вчера, занять роль главного судьи, арбитра. Конечно же, с нашими коллегами из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, с профессионалами рефери из России в тесном сотрудничестве будем проводить завтрашний турнир. И, конечно же, там я так уже предполагаю, что немало вопросов, спорных моментов будет, но, как говорится, будем решать объективно. Ну, это уже, как сказать, текучка будет. Пожелаю спортсменам достойных побед,
с минимальными травмами. И как всегда, пусть победит сильнейший. Удачи всем. Спасибо. Спасибо, уважаемый Надоль, спасибо огромное, с огромным удовольствием, дорогие друзья. Слово предоставляется вице-президенту Федерации WF Эмиль Тохтогонов. Под ваши аплодисменты. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Скажем, что сегодняшний турнир очень благополучно все прошли взвешивания. Как главный тренер могу сказать, что все бойцы сборной Кыргызстана прошли подготовку на высоком уровне. Спасибо организаторам данного турнира и, конечно же, спортивному клубу РМ. Огромная благодарность от Федерации WF за такой уровень проведения турнира. WF Global — это значит бои за титул мира. Знаете, да, что Global попадает только бойцы топ-10 нашей федерации. И в сегодняшнем турнире, вы сами видите, 4 пояса разыграны. Из них некоторые даже защищают свои титулы. Скажем бойцам удачи, пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо огромное, и с огромным удовольствием просим передать микрофон человеку, который является главным организатором этого турнира, вице-президент WF Global Кылыч Саркарбаев. Тараз айгүлді бүгін жүкті, ертең бұйырса көптен бері пландар қатынастырмайтын Пошта WF Global дәрен өтіп, бұл турнирге оңға жақ мемлекеттен мүшкелер қатысып жатыр. Чтобы турнир планды өтсін деп, здесь Москвадан шақырдық. Главный судья Азиатский Ахмат Лиганың президенті Қадыров Надраке келді. Пусть ертең мүштілері жеңсін. Барлық спортсмендерге игілік. Спасибо, уважаемый Кылычбек, спасибо вам огромное. Ну что ж, и, наверное, переходим к вопросам из зала. Да, я думаю, будет первый вопрос, будет круто, если уже к бойцам, потому что организаторы уже дали полную информацию о завтрашнем турнире. Келіңіздер, сұрауыңыздар болса, мушкерлерге сұрау болса, қолыңыздарды көтеріп, тартынбай берсеңіздер болады. Пожалуйста, кто вы, с какой средства массовой информации представляете вы? Вам слово, дайте микрофон. Саламатсызбы, мен Акип представитель Оштағы барсын, Атыбек Сұлтан. Білесіздер, бұған шейін Қарасу шағындағы стадионда ошол WF-тен селекшн турнир өтті. Анда ошол өзбекстандық Таңғылы Байыз Рузыбаев бойынша бір ұлтаралық шыршатақтары таштап кетті. Ошол сіздің президент қатары комментарийіңіз қандай? Бұл бірінші сұрау. Анан кейін бұған шейінгі дағы интервьюларыңызда айтып кеткенсіз. WF ұйымы Орта Азиядағы бірінші ұйым, жана дүниеде рейтинг бойынша 36-шы орында тұрады депчи. Мындан арты кадамдары кандай болот WF-тин? Дагы бир суроо кошумчалап кетейин. Ошол судьяларды айтып калды, эртеңки турнирде судьялар судьялар болобу же судьялар? Ошо. Тактап кетсек, эки суроодон болсун, анан кийин дүйнө жүзүндөгү файт матристе биз 36 эмес 26-шы орунда турабыз. Келиңиз, Руслан аке. Сурооңорго рахмат. Чындап келгенде баягы биздин дүйнөлүк рейтинг боюнча мен жооп берип кетейин. Баягы бул акыркы маалыматтарда чындап келгенде биз бир жарым жыл мурун 36-шы орунду ээлеп элек, азыр 25-чи орунду ээлеп калдык. Бул да мен ойлойм, биздин талкпас эмгегибиз, биздин деги федерациябыздын жалпы жаамат менен кылып аткан эмгеги мен айта элем. Чындап келгенде суроо жооп болуш керек. Кандай эле силер ушинтип эле аттап туктап эле дүйнөнүн 25 эң мыкты организациясына кирип алдыңар деп суроо жооп болуш керек. Чындап келгенде дүйнө жүзү боюнча Кыргызстандын ММАнын негизи өнүгүшү дүйнө жүзүнчө канча мамлекет болбосун ошонун 5-чи орунду ээлеп атат. Жана ошондой эле баягы экинчи суроого өтүп кетейин. Баягы Карасууда өткөн кичине чыр-чатак жөнүндө мындай ал суроо менен мындай жооп бердим. Баягы көбү менде айтып калды. Руслан аке, силер ой пикириңерди айтып калды. Баягы азыркы кезекте кандай гана болбосун, ар бирөө өзүнүн соц тармактарында негизи өзүнүн
баягы көз карашын пикирин айтат да. Мен ошондо өз көз караш пикиримди айтып эле ушунча жылдан бери мына жанында отурган биздин организация үчүн баягы жакын адамдар. Өзү Азиатский лига Ахматтын президенти жана ошондой эле негизи Узбекистандын эң мыкты баягы тренерлердин бири Надыр Кадыров отурат, непосредственно Нурсултан Надыр Кадыровдун учениги болчу, өзүңөр билгендей Рузибоев өзү биздин волейболдун действующий чемпиону эле. Мен айтар элем, бул негизи турнир боюнча баягы мен өзүм түшүндүрүм бердим. Ар бир видеону токтоткон жагы гонг болгондон кийин Нурсултан жагынан түшүнбөстүк болуп, мен уктум эле, мени чаппадыбы деген баягы ошондон келип чыкты да бул нерсенин баары. Ошол кезде просто финальный бой болуп, чындап келгенде ошол стадиондо 10 миңге жакын адам болуп калды. Анан чындап келгенде аябандай ошончо эл акыркы беттештеп туруп эмеге октагонго жакындап келип алды. Анан баягы өзүңөр билгендей баягы кызуу кирип кеткенде кимиси ышкырып, кимиси чапур, теп дегенден баягы гонг болгондон кийин баягы боецтер укпай калды. Анан баягы ортодогу рефери токтоткондон кийин биздин кыргызчылар болду. Мен гонг болду дегенден кийин Рузибоев буну мен уктум го деген түшүнүк болуп калды. Анан ошол кезден эми баягы айтам эле спортсмен болгондон кийин ошол жактан калып баягы рефери эмне деп атат угуп болбосо баягы, как делается, все официально. Если ты не согласен, как говорится, пишется протест. Эми тилекке каршы ал жерден баягы Нурсултан өзүнүн баягы кызылгандылыгын алдырып эле чыгып эле стадиондон кетип калган үчүн болуп калды. Ал эми бир, экинчиси негизи баягы чек арадан өткөндөн кийин баягы аны мен өзүм деле түшүнбөй калдым, чыгып туруп баягы жаман укла сөздөрдү айтылып калды. Мен ойлойм, бул болсо бул баягы спорт жаатында негизи белгилеп биздин спортто ушунча жылдан бери биздин кыргыз мушкерлер деле бир жака барат, кээде утулуп калат, кээде бир ыза менен утулуп калат, кээде тартып коюшат, ошондой да убакыттар болот. Кээде бул баягы өзүм уттум деп туруп баягы несогласиясы болот. Бирокко карабастан эч качан биздин практикада ушунча убакытта канча биздин 800 профессионал боец болсо дагы мындай чыгып туруп сот салмактарында мындай сөздөр айтылган эмес да. Ну, баягы айткандай, почему это дело еще стало резонансным? Может, кто-нибудь сказал бы, мен орысша айтайынчы, если сказал бы какой-нибудь рядовой боец или начинающий боец, на самом деле на это никто и внимания не обратил бы. Но поскольку Рузибоев, он топ не только в Узбекистане, он являлся действующим нашим чемпионом, и действительно он входил и входит в топ вообще среднеазиатских бойцов. И могу сказать, что вот поэтому это вызвало такой большой резонанс. Но я так думаю, сейчас остальное, вот, мне кажется, все-таки будет очень интересно, если бы Надыр Кадыров в качестве тренера, человек, который непосредственно после этого встретился с ним, непосредственно после этого поговорил с ним, если он более подробнее ответит вообще. Вообще данная ситуация меня самого шокировала, так как за Нурсултаном Рузибаевым таких агрессивных действий я никогда не наблюдал. И это для меня реально был гром среди белого дня, так как судья, как представитель, как президент данной своей лиги. Если вы замечали, на всех турнирах я в первую очередь слова приветствия я всегда говорю: ассаламу алейкум, Кыргызстан, Иран. Почему я это говорю? Потому что я полностью несу ответственность за сказанное. Потому что это для меня вторая родина. Здесь это город, вообще Бишкек, город моей юности, моей молодости. Здесь мы выросли, воспитались, он нас вырос. И состояние, можно сказать, то ли опека, то ли с подсказкой недоброжелателей,
слова Нурсултана были неприемлемы не только для вас, но и для меня, что категорически противоречило всем моим взглядам по отношению данной федерации и республики. Кое-какие извинения он внес, хотя ими я тоже был не полностью удовлетворен, но основное заявление, которое он сделал, обязательно будет опубликовано не в далеком будущем, но тем не менее, какого кыргызстанца, какого кыргыза или даже человека, проживающего на территории республики Кыргызстан, что если задело, я еще раз от имени всей диаспоры, от имени народа Узбекистана, я не постеснялся, я сделал видео заявление, но тем не менее я еще раз извиняюсь. Почему? Потому что, как говорится, Хордан Чхада со своей стороны, с представителей власти Узбекистана мне сказали, почему ты не сделал заявление, когда было посягательство на суверенитет нашей республики. Я говорю, о каком посягательстве идет речь? Выбросили наш флаг, так сделали. Я говорю, стоп, извините, говорю, этот рефери, он один из самых лучших рефери не в Кыргызстане и не в Центральной Азии. Я строго могу сказать, что его знания соответствуют международному уровню. И когда он даже срывал флаг, он не намеренно, это думал он, что это даже мог быть, это полотенце или что-либо. Он во благо Нурсултана Розибоева хотел предотвратить его исход. То есть, если он отказывался от поединка, значит, ему официально присуждается поражение. Только исключительно из этих соображений он максимально пытался остановить Нурсултана Розибоева, но тем не менее это было зафиксировано как неуважение или что-либо. Когда я этот момент объяснял нашим и правоохранительным органам, и представителям власти, меня также долго не понимали, но потом поняли, потому что именно этот рефери, благодаря знаниям Тогора Байке, я его братом называю, множество спорных вопросов, которые мы в свое время не углядели, решались только благодаря его познаниям. И также говорит, что он является недругом или врагом, это неприемлемо. И единственное, принося свои извинения в адрес данной республики граждан, которые, я очень надеюсь, что примете мои извинения, что этот инцидент останется в прошлом, и Нурсултан как был в строю Узбекистана и как он был в строю Кыргызстана, останется верным своим идеалам, своим взглядам. И очень надеюсь, что этот вопрос мы больше не будем поднимать, и таких инцидентов мы больше не будем допускать. Ведь если мы реально братья, друзья, как сказать, должны друг друга уметь прощать. Извиняюсь, если я что-то больше не сказал. Большое спасибо. Спасибо, дорогой народ, спасибо, это действительно очень важные вопросы. Спасибо, главное, взаимоуважение, взаимопонимание, это самое главное, самое важное. Ну что ж, переходим к вопросам, касающимся непосредственно завтрашнего нашего события. У нас есть спортсмены, наши замечательные чемпионы здесь за почетным президиумом. У нас есть претенденты на пояс, которые, как вы видели, настроены очень и очень серьезно. Поэтому давайте зададим вопрос каким-то нашим главным героям завтрашнего праздника спорта. Есть вопросы? Пожалуйста. Если действительно вопрос касается этого турнира, то, пожалуйста, поднимите руки. Они Вот здесь есть вопрос, есть ситуации. Я уже несу вам. Спасибо. Представьтесь. Ассалаумалейкум, телеканал Нур, Ахли Акубекова. Мен сұрауым мұшкерлерге болсын, организаторға берді ұқсайды. Қырғызстанның мұшкері Бағумұрат, Жырғалбек, Бекболот, Мырзамидин байкелер сіздерге болсын. Ушул бойғы қанша ай же қанша жыл даярдандыңыздар, жана қырғыз елі сіздерден жеңішті күтіп атат. Мен ойлаймын, ушул жерде отырғанда әрбір қырғыз жаратын жеңішті күтіп атат деп. Қаншалық пайыз сіздер жеңішке сенесіздер, жеңем деп сенесіздер? Қанша пайыз? Насколько процентов ребята готовы и сколько времени длилась ваша подготовка?
Ассалаумалейкум, друзья. Biz bu boyama bütünlüğe değerlendiriyoruz. Ертең Құлақаласына жеңеміз, иншалла. Ассалаумалейкум, құрметті достар. Мен өзім жөнін айтсам, бұл бойға 2 айдай даярландым. Себебі бұл организацияда бірінші жолы құрға ұшып отам. Енді мынша пайыз айта алмаймын, ұтам деп. Жоқ, настроем боевой, ұтам, иншалла. Ассалауму алейкум, қырғыз елі. Біз прошлый боец болғанға постоянно тәрбіз. Бірақ абсолютный біз жармай тәрлік көрдік. Құда қаласа ертең көріса көрбейміз. Ассалауму алейкум. Бұйырса ертеңгі бойға дайындықтары жақсы. Эми бұл жеңілу бір ғана Аллахтан емес пе? Бұйырса қолдан келген барлық күштерді жұмсаймыз. Алла Қырғызстан. Спасибо за ответ, ребята, спасибо огромное, спасибо за вопрос. Итак, есть еще вопросы? Пожалуйста, смелее. Коллега, я думаю, будет очень круто, если на тот же вопрос ответят также бойцы. Вопрос был следующий. Сколько длилась ваша подготовка и на сколько процентов вы готовы? Давайте, Александр, с вас начнем. Маленькое уточнение произошло. И это правильно. Пожалуйста, отвечайте. Да, забрал пояс Самарзамедин Посылов. Это его пояс, он говорит, что там делает мой пояс, вот и сел. Пожалуйста, поддержим аплодисментами гостей. Собственно, вопрос тут, на сколько процентов готовы, ну и, конечно же, сколько длилась подготовка. Готовился 3 недели. Готовился месяц, хорошо чувствую себя. Иншалла завтра, который забрал пояс, стоял передо мной, завтра будет много. Dobro večer svima, ja sam Ivan Ričić, dolazim iz Republike Srbije. Da se zahvalim organizatoru na pozivu, veoma mi je drago što sam došao ovdje kod vas da radim odbor večeri. Spreman sam, daću sve od sebe, neka bolje pobedi i sve to, hvala puno. В общем, тоже рассчитывает забрать завтра пояс. Здравствуйте, Евгений Бос, Украины. Ну, мы, в общем, профессиональные бойцы, мы постоянно готовимся, но вот интенсивная подготовка была у меня 1,5 месяца. Мой настрой, на самом деле, сломать, порвать, разорвать, показать вам хороший бой, чтобы вам, всем зрителям понравилось. И, естественно, забрать пояс домой. Что на это ответите, Владимир Чумонов? Порвать, сломать готовы, пояс забрать готовы. Вы как готовы? Ну, порвать, сломать это не наше, но нокаут, конечно, обеспечен. Отлично. Марзамедин, собственно, твой оппонент Абдуллаев только что сказал. Прокомментируйте его слова. Субхон. Мен просто поясым бұл жаққа тұрып қалып тұрдым, байқай қалып тұрмын, жантан бір отырам, поясым алып келбейді, бұл жақтан алам. Субхон бойынша айтсам, Субхон эми мындай биздин бир күчтүү боецпен мушташкан эмес алчы. Ал просто ал биздин болгон бир боец туткан и титульник дали. Он недостойный бул пояскачы. Ошол үчүн мен кайра поясым алып келип койдум. Эгер дагы достойный болгондо коймокмун ошол поясты. Вот, начинается. По-моему, уже накаляется. Как вы думаете? По-моему, накалено было уже на церемонии взвешивания. По-моему, все понятно. Ждем с нетерпением завтрашнего боя. Парням есть что сказать. Надеюсь, что публика ждет этого боя завтра. Ребят, давайте накаляющие вопросы касаемо именно турнира. Есть вопрос. Вот, пожалуйста, есть вопрос. Представьте. Ассаламу алейкум, меня зовут Ержан, с телеканала НУР. У меня вопрос бойцам иностранных стран. Если проиграете, то какие реакции у вас будут? Вопрос немножко странноватый. Будете ли вы
наверное, плакать, я не знаю, рвать сетку, да, если проиграете. Я не знаю, вопрос. Пусть отвечают спортсмены. Если проиграете. Они поняли, о чем речь. Я не готов проигрывать. Ответ достойный претендент на чемпионский пояс. Не знаю, победа или поражение только от Всевышнего. Главное уважение. Я, когда на родине, я лицо своей семьи, а за ее пределом я лицо своего народа. Так что я желаю Мирзагина хорошего боя. Главное, запомни меня как хорошего человека. Спасибо, очень достойный ответ. Я лично вообще готов драться и проиграть тоже не готов. Готов показать вам хороший, достойный бой, чтобы публика ревела, хлопала нам. И я на самом деле, Жигланбек, тебя уважаю, красавчик тоже. Проигрывать я не намерен, но если так, то будем работать дальше и будем дальше драться. Никогда не буду плакать и как девочка, поэтому это здорово, но тяжелый вес. Такие вопросы больше обсуждать, это немножко не очень. Тяжелый вес, это все-таки тяжелый вес, и хотелось бы понять, на сколько раундов вы готовы, в каком раунде вы планируете совершить тот самый нокаут, который вы анонсировали ранее, и сколько раундов вы готовы ждать, чтобы ревел стадион города Ош? Давайте не будем заговариваться, на сколько раундов, ну вообще я готов на все, но я хочу досрочно закончить бой. Твои прогнозы, в каком раунде? Я не буду делать прогнозов, но это будет досрочно. Бойцы готовы досрочно, что красный угол, что синий угол. Спасибо, у нас много вопросов, это отлично. Прошу вас, следующий вопрос. Да, все время Нур задает вопрос, давайте сюда дадим вопрос. Вы следующий. Да я что-то там в зале, то из девушек только вот несколько. И почему-то девушка поднимает руки, а вы игнорируете. Что-то я поражаюсь. Вы приносите свои... Это был ваш вопрос? Нет, вопрос не к Тогда вам. вопросы давайте. Вашим ведущим. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые наши гости, бойцы. У меня вопрос нашему гостю из Сербии Мичичу Ивану. У меня такой вопрос. Насколько вы рассчитываете, то есть отсюда уехать с пояса? И с какого вида спорта вы перешли на профессиональный ММА? Я думаю, первый вопрос, он вообще, то есть уже ответили на первый вопрос, и так, по-моему, просто дублируем. Второй вопрос, как вы пришли в ММА? Собственно, формулировка так и звучит. Базовый какого вид вида спорта? проще, базовый вид спорта. Да, базовый. I'm MMA Serbian professional fighter. 8 years, 2 title European Championship, wrestling and judo. I love knockout, but tomorrow finish. Завтра, конечно, все покажет, но все-таки базовый стиль это его и борьба, и дзюдо. Все-таки боец ближе к партеру, но тем не менее он сам любит нокауты. И, кстати, да, чемпион Европы Пол Барс. Есть такая лига. Поаплодируем. Спасибо огромное. Девушки, мы вас не обидели, больше вопросов нет. Вопросы у вас такие интересные, так что вы готовьтесь. Мы их ждем с нетерпением. Да, и, ребят, давайте не будем задавать аналогичные вопросы, вот как будто мы повторяемся. Ваш вопрос, пожалуйста. Представьтесь. Ассалаумалейкум, мен Нотер экранынан атым Иса. Біздің мушкеттерге вопрос, бұл жерде регионда сөз кетерегіле, бірақ мен ойлабаймын, это не мое деп айтып жатыр. Сіздер қаншалық деңгейде ойлатылған деп ішінесіздер? Өзіңіз көшіңіздерге. Ошол эле суроо берилди. Ошол эле суроо канча деңгээлде даярсыңар, канчалык? Жоқ, қаншалық деңгейде ойлатылады деген суроо. Жоқ, тура эмес андай суроо. Есть еще вопросы поинтереснее? Пожалуйста. Атың ким? Фанат деп қой, суроо. Кимге? Мен соң Жұмалбек Жұмалов ағайымызға ошо журналистика факультети жана азыркы современный
Бобага кандай сезимдериңиз бар, кандай азыркы даярдыктарыңыз жана эртең кандай тактикалар менен жеңем деп ойлойсуз? Ошол эле суроо. Бирок жыйынтык так койсоңуз. Отношение какое к сопернику? Отношение к сопернику, отлично, как человека я его уважаю, как соперника тоже уважаю. Но завтра, когда сетка закроется, там уже уважение заканчивается, там уже другие дела. Ну, будем заканчивать досрочно. Отлично. Давайте сделаем, друзья, небольшой конкурс на лучший вопрос, потому что у нас сейчас все вопросы дублируются. Давайте, задаем вопросы. На самый лучший вопрос мы дадим подарок небольшой. Пожалуйста, Сезин Ронс. Саламатсыздарбы. Менин атым Жолдос, спорт комитет пресс-службанын баары и дагы көп телеканалдар представляю. Менин суроом Мырзамидинге жана Бабамуратка. Мырзамидин бизге белгилүү болгондо, эгер мен жаңылбасам, сен курумду 2018 жылы март айында отургансың. Андан бери 1,5 жыл өттү да, 1,5 жыл ичинде эч кандай бой өткөрбөйсүң. Буга эмне себеп болду жана ошончо период тыныгуу бул сага сенин боюңа кандайдыр деңгээлде өзүнүн результатын көрсөтөбү. Ошол эле суроом Бабамуратка. Бабамуратты биз көптөн бери көрө эле экенбиз, интернеттен карап чыктык. Анан көптөн бери бой өткөрө эле экен. Буга эмне себеп болду? Травмасы бар. Отличный вопрос. Первый вопрос был Мурзамеду Пазылову. Отсутствовали 1,5 года в Лиге Даблыев, и повлияет ли это? И точно самая же подготовка на каком уровне? Мен пояс почти 1 жыл 6 ай болуп атат. 1 жыл 6 ай ичинде мен чоң жетишкендиктерге жетиштим деп айта алам. Анткени семейный жактан үй бүлөлүү болдум. Бир баланын атасы болдум. Негизинен бой койгон болчу. Титаневский деген америкалык уюм менен бир бойлуу келишимибиз бар болчу. Тилекке каршы биздин сопернигибиз виза бербей Казакстанга келе албай калды. Ошол себептен биздин боюбуз болбой калган жок. Азыркы бойго подготовкам жакшы, эң сонун деңгээлде. Буюрса биз стойка тармагынан и партер жагынан беттешкенге даярбыз. Спасибо. Итак, коллеги и друзья, 2 заключительных вопроса, пожалуйста. Вот, сейчас, секунду. У нас был второй вопрос к Бабашам. Бабамурат, вопрос какой был? Вас долго не видели, тем более вас все знают. Повлияет ли это на завтрашний бой? То, что вас долго не было. И на каком уровне подготовка? Көптөле урушпай жүргөнүбүздө 10 ай болду, ошол эле 10 ай мурда урушкан. Кудай буйрса абдан тез уруштурабыз. Аркайда дагы бой бар, дагы урушам, ай сайын калса. Буга чейин көптөн урушпаганын себеби өзүм минустарыма иштеп жакшы даярдандым. Причина в отсутствии в лиге – долгая подготовка и уверенная. Пожалуйста, ваш вопрос. Отличный вопрос. Ответ. Итак, прошу вас. Добрый вечер, меня зовут Дана. У меня вопрос к Абдрахману Эрмекбаеву. Скажите, пожалуйста, насколько вы оцениваете свой файт-карт, который вы же и составили? Отличный вопрос. Вот вы составили файт-карту. Сколько? 25-26 боев. Насколько вы оцениваете? Потому что мы привыкли на других турнирах видеть около 35 боев. Слава богу, есть у нас теперь 25, а не столько. Пожалуйста, про файт-карту. Ассаламу алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Биз негизинен башында бир эле 15 пара коебуз деп чечкенбиз. Анан кийин барынан да биз кыскартып отуруп 50 пара болуп кетти негизинен. Акыркы точкабыз ушул болду. Мындан азгылабын дедик эле болбой калды. Чындыгында. Файткарт боецтер бардыгы тандалып уровенине жараша коюлду. Мисалы стойкада иштеген стойка
стоечник боец менен партерлеш деген партерлеш менен дегенде бардыгынын шердогу бирдей, эч кандай слабыйга күчтүү салган жокпуз. Анын баарын эртең өзүңүздөр күбө болосуздар. Спасибо огромное. Составленный файт-карт действительно составлен на уровне. Каждый боец по своей тематике подходит именно по шердогу, рекорды профессиональные. Последний вопрос. Заключительный вопрос. Итак, решайте, коллеги, кто же это будет. Так, где больше аплодисментов, слева или справа? Ну. Слева больше аплодисментов. Вот у нас еще здесь есть один вопрос. Надеемся, интересно, надеемся по существу. Итак, прошу вас. Здравствуйте, я. Вопрос, Руслан Байкян. Как вы успеваете проводить столько турниров? Сколько турниров у нас за год проходит? И как мы это успеваем проводить? Потому что у нас самая мощная команда в мире, как говорится. Только благодаря нашей команде, честно. Отличный вопрос, отличный ответ. Я думаю, на этом закругляемся. Как вы думаете, коллега, последний Вот подсказывается вопрос. еще один самый-самый крайний заключительный. Все, на этом заканчиваем. Давайте еще один вопрос. Спасибо вам огромное. Assalamu alaikum. Менин суроом уюштуучуларга баары эле билишет, М1 чемпиондору в дальнейшем UFC менен катар түзүп, UFC өтүп кетишет. ВФТ чемпиондору келечеги кандай? Вопрос был организатором. Кто ответит? Сформулируем. Все бойцы, участвующие в Лиге М1, у них есть путь проломлен в UFC. Куда наш путь проломлен? Хороший вопрос. Вы знаете, что действительно М1 заключил вроде договор с UFC, но мы пока что не видели, с М1 еще никто не вышел, по-моему, да, в UFC? Или уже выходит? Уже вышли, да, несколько бойцов. Но скажу, наши бойцы тоже, вот Бусурмангулу, Абдубаид, уже выходит в М1 за титул, скоро у него будет бой. Камрян Абасов уже в NFC вот на днях уже должен защитить, то есть не защитить титул, а претендент. Тоже наш, с нашей федерации боец. Много сейчас бойцов действительно после глобала заключает контракты с большими организациями. Ну, до UFC еще не дошли. Дай Аллах, дойдем, но есть у нас 3 бойца уже в UFC. Это Валентина, Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев, тоже наши бойцы, друзья и наши граждане Кыргызстана. Спасибо огромное. Действительно, у Лиги М1 есть соглашение с UFC о том, что их чемпионы оказываются там, но я знаю, что организации UFC нет такого, что они, если видят ярких спортсменов в других организациях, например, такие как РМВФ Global, то они не берут, и, конечно, не берут. За Бусурманкулом, которого мы наблюдаем очень много лет, который только что в Оренбурге, буквально 2 недели назад, провел потрясающий поединок, он прямой претендент на пояс, и он является одним из флагманов ММА Кыргызстана не только здесь, в Средней Азии, но и, конечно, во всем мире. За ним уже смотрят, его уже видят, и я нисколько не сомневаюсь, что у ребят, которые сегодня сидят здесь, за этим почетным президиумом, у них тоже такое же будущее, тем более, что Лига РМВФ Global очень амбициозная, планов громадье, турниры на уровне, я думаю, что все получится, и думаю, что в следующий контракт UFC подпишет именно с вашей лигой, почему нет? А я лишь добавлю, что WF Global, мы на самом деле являемся большим трамплином для больших будущих кыргызских спортсменов, бойцов в целом для Кыргызстана, да и вообще для Средней Азии в целом полностью. По СНГ Кадыр Надыров добавляет, Кадыров Надыр добавляет, поаплодируем. У нас есть коммент от бойца из Сербии, пожалуйста. Želim samo da dodam, da se zahvalim organizatoru Megdana iz Srbije, Aleksi Balaševiću, zato što mi je pomogao da dođem na ovaj predobar turnir i na ovakvu preskonferenciju. I puno hvala njemu za sve ovo što sam ovdje, svaka čast vam.
Я, кажется, уже сербский понимаю. Были благодарности всем тренерам, представителям, тех, кто помогли в данной организации поучаствовать. Спасибо, да, действительно все поняли. Мы желаем нашим спортсменам завтра ярких поединков, победить сильнейший. Главное, без травм. Это самое главное, самое важное. Еще раз благодарим наших уважаемых организаторов. Благодарим вас за интересные вопросы. Спасибо всех. Ждем завтра. Старт в 15 часов. Центральный стадион Ош. С вами были официальный ринг-анонсер М1 Артем Анчиков, Хайрат Мусаев. А последнее слово в завершение дадим